К марихуане, но хотелось бы еще спросить, пробовали ли вы когда-либо? Да. Которые с утра до ночи напролет только и сидели, курили, играли на гитаре. Вот. И как-то так получилось, что я с этими ребятами завязался, да, немножко. Тоже научился благодаря им хотя бы на гитаре играть. Я вам скажу, я готовлюсь, это второй шаг, это другой законопроект будет, который за рамки будет выходить просто применение, о чем вы говорите. Мозги сушит. Сөз сұрау беру үшін Бекешев Дастан Далабаевичке беріледі. Рахмат. Жаныбек Калканович, биз өнөр жай кара курайды өстүрсөк, кандай карайсыз ошого? Эми ушул менен кийимдерди, сумка керек болсо башка нерсени тиксе болот да? Дастан Далабаевич, сиз ар дайым мында алдыга жүрөсүз. Бул берип аткан сурооңуз боюнча дагы биз негизи ошо карап атабыз, бирок бул өзүнчө мыйзамдар өзгөртүш керек. Бул каралса болот. Анткени себеби сиз айтып аткан жанагы кара кура эмес, бул каннабис. Техникалык. Да. Каннабис. Техникалык каннабис. Тура айтасыз. Аны тартпай, чекпейт аны. Биякта депутаттар күлүп атышат, эми бул башка мааниде да? Да. Ошо туура айттыңыз. Ал жөнүндө өзүнчө каралат, эми буга биз келе элекпиз пока. Биз Эмнеге келе элекпиз? Эми мына карагылачы, биз мына бизде канча швейный цехтер бар. Биз керек болсо Россияда биздин швейниктерди жакшы билишет, туурабы? туура. Жакшы билишет. Биз өзүбүздүн материалдан ушундай кийимдерди чыгарсак жакшы болот эле да. А то биздин ушул швейниктер Турциядан, Кытайдан, ар кандай эмелерден алып келишет да. Өзүбүз ошону чыгарсак. Буга дагы биз келебиз. Мына карабайсызбы, мына вот Америка, Европага барганда сиз керек болсо ошол техникалык каннабис менен тигилген футболканы ала аласыз, сумканы ала аласыз. Эми жакшы нерсе да, туурабы? Бул боюнча да биз негизи бул иштерди жүргүзүп атабыз. Биз ошо жанагы ошо агентство менен министерство внутренних дел менен иштерди жүргүзүп, мыйзамдарды өзгөртүүлөргө киргизип, анан кийин ошол техникалык каннабисти испытание жасап, ошол жасоо биз ошол боюнча иштерди жүргүзөбүз ошону. Академия наука заключение беришет, ошонун негизинде болот. Анткени сиз туура айттыңыз. Бул аябагында жакшы жанагы армияда колдонсо болот экен, жанагы формалар тигилсе, ич кийимдер тигилсе, бул абдан жанагы мындай жеңил, анан кийин аба өткөзгөн жакшы кийимдер болот экен да. Ошондуктан Туура айтасыз. Колдонуу жактан өтө көп мындай тармакта колдонсо болот да. Сураныч ошол боюнча изилдөөнү кылгылачы бат-баттан. Во-первых, надо подчеркнуть, что ситуация остается, я так говорю всегда, стабильно опасной, стабильно жестокой. Она не меняется в худшую, в еще более худшую сторону. То есть она становится но она жестче. и не выравнивается. И не выравнивается никак. То Нет, есть она... жестче и жестче. Да. Я правильно понимаю? Стабильно опасная. За счет чего вообще создается вот эта вот проблема наркотизации населения в Кыргызстане? Ну, прежде всего, даже давайте не будем структурировать, а просто скажем так, как приходит в голову. Первое, это наша собственная сырьевая база. В Киргизии есть своя собственная сырьевая база. Это, повторяю, дикорастущая конопля. Это не конопля, которую выращивают, как в Украине, как в Казахстане. Ее специально выращивают там, для медицинских целей, прикрываясь медицинскими целями, по-разному, всяко, но там это делают, у нас это дикоросы. За ней никто не смотрит, она сама растет. Но когда у меня, например, спрашивают, почему так происходит, я несколько раз балдел, в Украине был, они говорят, ну почему вот у нас само по себе действующее начало гашиша, это вот не эта трава, да, которую мы видим, а то, что в ней содержится. Называется это вещество тетрагидроканнабинол. Чем выше содержание, тем выше наркотические свойства растения. Понятно, да? И он говорит, у нас это там 0,2%, а ту же коноплю к вам привозим семена, сажаем, она через 2 года уже
6% дает тетрагидроканнабинол. От 0,2 до 6. Я говорю, ну, наверное, у нас люди веселые. Просто поэтому объяснить ученые не могут. Солнечная активность, климат, непонятно. Все влияет. Почва. Как-то так. Вот Чуйская долина, вот она вот так. Токтагул, ну вот эти известные места, тюб произрастания дикорастущей конопли, она вот такая сама по себе. Вот ее То есть примерно... правильно ли я поняла, что у нас она улучшается по качеству? Ну, что значит улучшается? Ее никто не селекционирует сюда Нет, она специально сама по привозя, себе. но у нас она очень Растет хорошо. достойного качества, высокого качества, понимаете? Понятно. Да. За счет целого ряда, да, я Факторов, думаю, тут да. все. И климат, и радиация повышенная, солнечная, поскольку мы высоко, и люди хорошие. Что хотите? От людей хорошие, это, конечно, Да, и люди интересно. хорошие у нас живут. Вот, и это первое. Значит, где-то примерно обследования проводили мы местности, 10 тысяч гектаров поражено дикорастущей коноплей в Киргизии. При том, что в одном только Казахстане, одна только Чуйская долина, 138 тысяч гектаров. Пустыня Майнкум и прочее, и прочее. Это, ну, я не знаю, это представляете себе территории какие. Но, тем не менее, нашу коноплю активно в этом процессе используют. Кстати говоря, если углубляться дальше в историю вопроса, то раньше ее так много здесь никогда не было. Ее привезли в 30-х годах с Украины, где она была, как наши клиенты говорят, беспонтовая. Но тогда никто не думал, что она здесь переродится. Ее привезли сюда. Для чего? Для того, чтобы здесь она показала себя как сельскохозяйственная Кинафная культура. фабрика была. Кинафная фабрика, лубяные заводы в Чуйской долине, в Казахстане. Масса, в Кемине выращивали сотни гектаров конопли, выращивали. Потом ее в 60-х годах, когда она уже начала перерождаться активно, и когда ее начали разворовывать просто для наркоцелей, ее начали уничтожать, за нее пересажали там кучу народа, понимаете? То есть это все такая вот связанная, взаимосвязанная история. А так, кинафная фабрика, кто помнит, со своей целой инфраструктурой. Я вырос, у меня дед жил напротив. И мы ходили туда в кино, и мы там покупали беляши, и самсы, и манты, и там был магазинчик, и все, что хочешь. У меня мама работала на кинафной. Вот, видишь, тем более. Потом вот эти лубзаводы целый ряд. Вот первое это конопля. Второе это эфедра. Растет трава эфедра, она так и называется, растение эфедра. Из нее кустарным способом получают очень сильный, так сказать, стимулянт, который называется эфедрон. Я не буду рассказывать все технологии. Я таблетки помню. Да. Эфедрин. Эфедрин, эти называют От эфедрон. кашля. Да, из нее там варят, А вываривают. кадеин и это так. тоже оттуда? Нет, кадеин Нет? делают из опия. Ага. Вот. И, короче говоря, это вторая трава, растение, правильно сказать, которое тоже входит в сырьевую базу. Итак, первая составляющая вот этой вот нашей наркодоминанты, то, о чем мы говорим, это собственная база. Второе, это вот то, что открылось с развалом Союза, это Афганистан. И сначала оттуда пошел опий, об этом тоже можно говорить отдельно, как это все начиналось. Это тоже обалденно интересно. И я у корней стоял, изучал, смотрел, ездил туда, Горный Бадахшан. Вот этот вот опий и героин, который тогда был массовым явлением, сейчас не столь массовым, но тем не менее продолжается его поступление по различным каналам. Уже не только по трассе Ош-Харок, как это все начиналось, а по всей границе с Таджикистаном идет к нам героин сюда. Ну и третья, самая страшная составляющая вот этой доминанты, наркодоминанты, которая влияет на безопасность. Пришедшая к нам мода на, сначала их называли клубные наркотики, там таблетки на вечеринках, в ночных клубах, таблетку съел и 3 ночи подряд пляшешь, и тебе не надо ни есть, ни пить, не спать. Это начиналось как такое, знаешь, ну, такое веселое безумие, а потом переросло в кошмар настоящий. Эти наркотики страшны, я уже об этом говорил, они гораздо более страшнее, чем наркотики природные, чем гашиш, чем опий. Почему? Потому что они разрушают не только разум, но и тело. Те тоже разрушают в конечном итоге тело. Но эти Но эти очень быстро, потому что, еще раз говорю, это химия. Это чистая химия, в них нет ничего природного.
То есть человек может сгореть за очень короткое время. Так и происходит. С первой дозы уже удар по почкам. Бам! Печень, через которую вся лимфа идет, вся кровеносная наша система, очищается. Все это там оседается, эта химия. Убивает печень сразу, понимаешь? По сердцу. Умирают они, как правило, даже не от передоза, а от каких-то вот физических недугов. Почки вдруг перестали работать. Вдруг. Бам! Ну, еще один раз, образно говоря, врачи как-то смогут, может быть, завести. Но второй раз уже нет. Ничем не помогут. Если вы действительно хотите реально, чтобы наш бюджет заработал, и чтобы это было вот кыргызским Лас-Вегасом, чтобы это, можно сказать, даже Кумтор по платежам переплюнул, да? Сам Бог кыргызам дал некоторые растения, в принципе, которые можно было бы вот как раз на этой зоне легализовать. Я думаю, почему нет? Давайте декриминализируем там, вот в этой зоне. Иностранец прилетел, покурил, ну, улетел. Поверьте, мы Кумтор можем закрыть Достан тогда. Далбаевич, я вам скажу, я готовлюсь, это второй шаг, это другой законопроект будет, который за рамки будет выходить просто применение, о чем вы говорите. Это большая отрасль, мультипликативный эффект будет. То есть мы должны более шире смотреть, мы не можем только думать, что вот он, извините меня, Ужат Кадамов, как вы сказали? Увлечен будет этим заниматься. У этого продукта гораздо большее применение, даже я бы сказал промышленное, если все глобально. Нет, промышленно смотреть. там вообще нету наркотических средств, но это там немножко другое. Ну, Там есть это промышленная конопля, она совершенно другая. Это другой вопрос. Я сейчас про то, что если вы реально хотите вот эту зону оживить, ну вот здесь это растение, оно в самом... Ну, кыргызы стесняются просто, на самом деле, сам Предложение Бог дайте. дал это растение, ну, понимаете, природа дала, да, это растение, ну что теперь сделаешь? Достан Далбаевич, совершенно правильно, но я думаю, это тоже отдельным законопроектом можно посмотреть. Ну я дам предложение. Дайте предложение, я спасибо. с удовольствием. Очень приятно, что вы довольно хорошо знаете этот закон. Спасибо. С депутатами это совершенно отдельная тема. Да. Ну, они должны понимать проблему. Они должны понимать проблему, и на Западе для этого делается очень много. На Западе составляется страновой отчет о наркополитике в стране, и он представляется парламенту, прежде всего. И парламент его изучает каждый год. Вы представьте, вот наш парламент, я не представляю, чтобы они могли там такие вещи изучить. Он изучает этот отчет. То есть в и парламент говорит, должны пройти те люди, которые способны это которые понять. способны понять. Вот вся наркополитика, успешная наркополитика, она держится тоже на 3 китах. Это первое, это снижение спроса на наркотики. То есть профилактика, проще говоря. Мы должны, как на Западе, объяснять нашим детям, нашим людям вред, который наносят наркотики. Второй кит – это снижение предложения. Это вот работа правоохранительных органов, которые пресекают каналы. Худо-бедно они работают. Что-то пресекается, изымается, не доходит до черного рынка. И третье – это снижение вреда. Это работа с теми, кто уже плотно потребляет наркотики. Снизить вред, чтобы они не умирали от передозировок, чтобы они не распространяли ВИЧ-СПИД и другие страшные болезни, которые вместе с кровью передаются, чтобы не кололись одним шприцем, чтобы не кололись одной иглой и так далее, и так далее. И так далее. Так вот, снижение вреда в Киргизстане работает великолепно. Мы пионеры, и к нам даже едут учиться. Мы давно этим занимаемся. Очень интересно. Да, мы давно этим занимаемся и наработали гигантский опыт. У нас учились китайцы. Китай, не китайцы отдельные, а Китай полностью перенимал опыт Кыргызстана в этом деле. И превзошел нас, потому что они развили это, они бросили туда ресурсы Как государственную политику. Да, они возвели это вот именно в ранг политики и прочее, и прочее, и прочее. То есть я хочу сказать, что у нас есть великолепные людские ресурсы, эксперты, которые этой проблемой занимаются. Они могут обучать, они могут работать, они могут делать все, что угодно в этом направлении. У нас неплохо работает снижение предложения, я уже говорил, правоохранная работа. И у нас абсолютно, я отвечаю за свои слова, у нас совершенно нет никакой профилактики потребления наркотиков. Это наша
самая большая и страшная проблема. Вы подумали бы об упрощении правил получения вот этих наркотических средств и даже, возможно, я вот вам говорю, легализация некоторых наркотических средств для того, чтобы в медицинских целях, именно в медицинских целях. Это так невозможно же. Из-за того, что вот у нас боязнь есть, риск, вот эти люди просто, да, ну, страдают, да, получается, из-за того, что мы просто боимся риска вот этого, или боимся общественного мнения, да, даже так, я бы сказал. Еще добавить, если вы дадите. Да, я хотела бы добавить к Талантбеку Абдуллаевичу то, что мы как раз на этой неделе получили письмо Министерства обороны. Вы знаете, оно регулирует незаконный оборот, и они инициируют создание сейчас межведомственной большой рабочей группы по разработке законопроекта нового о наркотических средствах и психотропных веществах. Действующий закон у нас с 1997 года. И вот на этой неделе мы получили. Сейчас создается межведомственная рабочая группа, в том числе и Минздрав. Спасибо. Не, ну что, межведомственная комиссия что сделает? Разрабатывать новый закон будет. С другой стороны, по регулированию обращения законного оборота у нас законодательство, оно не жестче, чем во всем мире. Дело в том, что и потребность каждый год, и заказы, и ввоз, мы каждый год отчитываемся Международному комитету по контролю наркотиков. И движение экспортирующей страны и импортирующей страны, оно идет в Международный комитет, поэтому эти правила у нас не жестче, чем в других странах. Извините, спасибо. Если героин и кокаин запрещен к продаже, то марихуану в некоторых странах реализуют как обычный табак или вино. В самом начале курение анаши кажется безобидным занятием, но уже через пару недель становятся заметны последствия. Активные вещества, выделяемые при сгорании травы, оказывают негативное влияние на психику. Иногда вызывают галлюцинации. Марихуана представляет собой высушенные конопляные листья и соцветия. Любые вещества, производимые из нее, имеют в своем составе один и тот же психотропный элемент – ТГК или тетрагидроканнабидол. Попадая в организм, он связывается с клетками мозга, вызывая чувство расслабленности, удовлетворения. Одной из особенностей всех сортов травки является разная концентрация ТГК, а также дополнительных добавок. Поэтому воздействие конопли на организм не может быть предугадано. В каждом отдельном случае эффект, достигаемый при курении, может разительно отличаться. Нервные клетки каждого человека по-разному реагируют на активное вещество. ТГК вызывает сильную зависимость. В большинстве случаев, попробовав единожды, человек хочет повторить свой опыт снова. В южных странах более чем 50% мужчин курят коноплю постоянно. Развивает расстройство, связанное с употреблением каннабиса. Это означает, что у этих потребителей развивается такая стойкая толерантность к марихуане, что всякий раз приходится потреблять все больше, чтобы испытывать те же ощущения, говорит доктор Саул Райхбах. Это приводит к снижению реакции на дофамин, что предполагает возможную корреляцию с ослаблением системы вознаграждения мозга, увеличением негативных эмоций и тяжести зависимости. Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что марихуана вызывает учащенное сердцебиение и повышение артериального давления, что может быть опасно для людей с сердечными заболеваниями, говорит доктор Санул Кариелус. Это может усугубить другие, ранее существовавшие сердечные заболевания у тех, кто продолжительно употребляет каннабис, и у пожилых людей, что подвергает их большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. Влияет на координацию и способность мыслить. Употребление каннабиса отрицательно сказывается на координации и быстроте реакции, нередко нарушает кратковременную память, говорит доктор Джейсон Левин. Проблемы координации в сочетании с быстротой реакции и способностью мыслить являются причиной нарушений вождения и увеличения количества автомобильных аварий. Вызывает респираторные проблемы. Надо сказать, что ежедневное курение каннабиса вызывает меньшее влияние, чем курение сигарет, говорит доктор Кэрри Кларк. Но у некоторых людей, курящих каннабис, могут возникнуть такие проблемы, как хронический кашель и избыточное выделение слизи или мокроты. Самый опасный аспект заключается в том, что он увеличивает риск рака легких на 7%, говорит Асита Онуга, доктор медицины. Создает проблемы с памятью. Длительное употребление марихуаны может снизить работоспособность человека при выполнении задач, связанных с памятью, и вызвать снижение мотивации и интереса к повседневной деятельности, говорит доктор Крис Норрис. Эффект каннабиса временно мешает мозгу развивать воспоминания и изучать новые вещи, что является формой кратковременной памяти. Негативно влияет на развивающийся мозг.
Мозг продолжает развиваться в подростковом и взрослом возрасте, и те области мозга, которые контролируют исполнительное функционирование, обработку, суждение и принятие решений, развиваются в последнюю очередь, говорит доктор Рэндалл Двенгер. Употребление марихуаны способно нарушить это развитие мозга и оказать долгосрочное влияние на будущее человека. Мы вообще, если честно, должны поменять наркополитику. Человек – слабое существо, он пил алкоголь, будет пить, употреблял наркотики, будет употреблять. А может быть лучше нам хотя бы один из видов наркотиков разрешить для совершеннолетних людей? Легкие наркотики. Ну, тут ничего смешного на самом деле нет. Мы должны понять, что человек всегда будет запретно искать. Везде, всюду он будет искать. И найдет он. Вот эти природные наркотики, они подорожали в разы. Плюс везде их выкашивают и так далее. Это неправильно. Чтобы все запретить, это вообще надо человека, я не знаю, из мозгов его удалить разные такие гормоны, которые бы его мотивировали бы искать эти наркотики. Но это невозможно, мы с вами прекрасно понимаем, это невозможно. Я вам скажу, я готовлюсь, это второй шаг, это другой законопроект будет, который за рамки будет выходить просто применение, о чем вы говорите. Дайте предложение, я с удовольствием. Я, например, категорически против для того, чтобы мой Кыргызстан легализовал сегодня. Для этого нет никаких социальных условий. Мы далеко не Нидерланды. По многим показателям, и прежде всего экономическим. Он говорит, у нас есть великолепное озеро Иссык-Куль, мы создаем там всемирную здравницу. И говорит, давайте там легализуем. Я говорю, да, давайте тогда сразу там и проституцию легализуем, и легализуем продажу оружия, превратимся в Дикий Запад. Потому что как только ты легализуешь в этом вот регионе потребление конопли, забудь о том, что к тебе приедут люди для семейного отдыха, с детьми, нормальные люди. Кто приедет? Приедет криминал отдыхать. По своим понятиям, по своим правилам, так как они любят это делать. Понимаете? Если ты к этому готов, и если ты хочешь вот такого пути развития, туризма, да? Криминальный туризм, мы с вами сейчас новый термин изобретем. Ну, ради бога, давайте декриминализируем все это и отпустим вожжи. Пусть едут, если мы к этому готовы. Но боюсь, что мы к этому еще не готовы. Поговорим о свободных игровых зонах и легких наркотиках. И я сказал, и давайте, возможно, предложим еще для этих иностранцев курить легкие наркотики. С этим нельзя соглашаться, и надо приводить доводы и аргументы против. Талибы, когда они пришли к власти в 1996 году, они начали заигрывать с общественным мнением и собрали улемов, религиозных своих там философов, и начали думать, долго очень думали. Ну, сразу стало понятно, да, харам, грех. Потребление наркотиков – это чистый харам, потому что он туманит разум, как алкоголь. И надо с этим бороться. Все, они начали очень жестко с этим бороться, начали уничтожать физически потребителей, начали их загонять в клиники. А в Афганистане это огромная проблема. Я помню очень хорошо начало 90-х годов, первые международные конференции, когда афганцы сидели и говорили, вот так нам в лицо говорили, эй, вы нас не пугайте, у нас очень сильные мусульманские традиции, нас это не тронет. Мы будем производить, мы вас будем на иглу сажать. Запад, коллективный Запад. Тогда еще не было такого выражения, но они говорили мудро очень. Мудро, да, в кавычках. А теперь они сами эту проблему испытывают вот так. У них масса наркопотребителей, высочайший уровень распространения ВИЧ-инфекции через наркоиглу. Все это Афганистан вкусил, как говорят, на собственной шкуре. И испытывает это все сегодня. Говорят, вреда нет, но мозги сушит. Лучше заниматься какими-то другими полезными вещами. То, что вы поднимаете тему декриминализации марихуаны, связано ли это с историей вашего брата? Нет, знаете, я же в городе рос. Сколько ребят тут из-за этого косяка наловили? Вы подчеркнули, что у вас негативное отношение к марихуане, но хотелось бы еще спросить, пробовали ли вы когда-либо? Да. Ну да, я об этом уже говорил. Но я думаю, очень многие здесь у нас в Кыргызстане пробовали. Это было у меня еще в юношестве, когда, наверное, в 9 классе. У меня тогда была депрессия, и мне врачи сказали, что я не буду видеть
тем более, ну, врач сказал, очень известный в Кыргызстане. Я не бог, я не могу тебе помочь. Вот. Может быть, не надо было так напрямую, можно было как-то аккуратнее это сказать. Но на меня это очень сильно подействовало. И я тогда начал общаться с не очень хорошими ребятами, которые с утра до ночи напролет только и сидели, курили, играли на гитаре. Вот. И как-то так получилось, что я с этими ребятами завязался, да, немножко. Тоже научился благодаря им хотя бы на гитаре играть. Вот. Облегчают жизнь и помогают справиться с какими-то жизненными трудностями. Но, к сожалению, люди не задумываются о том, что после употребления как раз-таки этот снежный ком из проблем, он только увеличивается, и проблем в жизни человека становится намного больше. При этом многие психоактивные вещества, наркотики, они как раз-таки ухудшают, ломают химию мозга, за счет чего возникают такие расстройства, как депрессия, тревога, а это, так сказать, ухудшает способность человека справляться с психологическими проблемами, с ежедневными стрессами. Не существует легких и тяжелых наркотиков, а все наркотики приводят к развитию зависимости. А это, в свою очередь, ухудшает качество жизни человека. И мы не можем назвать, к примеру, что обычно относится к легким наркотикам, там, к примеру, алкоголь, да, алкоголь — это один из самых тяжелых наркотиков, приводит к тяжелейшей зависимости и к тяжелейшим синдромам отмены, то есть к тяжелой ломке. Вот белая горячка, да, вот такое, так сказать, народное, да, выражение, которое, под которым люди понимают делирий. То есть когда у человека развивается бред, галлюцинации, очень страшные расстройства психики. Также ни для кого не секрет, что длительное употребление алкоголя, оно приводит к смерти. И также относят марихуану, да, чаще всего к легким наркотикам. Нет, марихуана также оказывает крайне негативное воздействие на психическую деятельность, на нервную систему человека. И в практике я вижу, что люди, длительно употребляющие марихуану, у них значительно меняется, так сказать, мышление, изменяется, так сказать, эмоциональный фон, они становятся более раздражительными. То есть в какой-то момент человек замечает, что без этой самой марихуаны у него настроение становится нестабильным, раздражительным, появляется агрессия и неспособность думать, так сказать, ни о чем, кроме этого вещества, да, то есть это характерно для всех веществ, поэтому не существует легких и тяжелых наркотиков. Употребление от случая к случаю также является опасным. Опасным является даже однократное употребление, то есть часто завлекают людей, никогда не пробовавших наркотики, да, тем, что да ладно, один раз попробуй, ничего с тобой не случится, вот я же употребляю, со мной все хорошо. Нет, это неправда. Каждое употребление наркотика влияет на нервную систему, на психическую деятельность, и, к сожалению, есть такие случаи, когда после одного раза у человека возникают расстройства необратимого характера, то есть невозможно эти последствия уже исправить, да, к сожалению, и они остаются с человеком на всю жизнь. В частности, я говорю о синтетических наркотиках, которые сейчас очень широко распространяются везде, в барах, в клубах, в соцсетях. И часто вот коллеги-психиатры не дадут соврать, да, что в стационарах острого профиля, закрытого профиля лежат большое количество пациентов, именно употреблявших синтетические наркотики, у которых остались, так сказать, сложно коррегируемые расстройства, да, именно галлюцинации, бред. Вредным является даже однократное употребление. И каждое употребление наркотика повреждает нервную систему и психику человека. Конечно, когда человек один раз употребит, вот, кстати, в чем опасность, его мозг уже придумывает уловки, такие обманные пути, чтобы привести его к наркотику еще раз. То есть каждый раз, когда будет возможность употребить это вещество, мозг будет говорить: да ладно, пойдем, ничего страшного, как бы еще раз употребим, ничего не будет, да мы же в любой момент можем остаться, мы еще независимые, да, то есть человек никогда не сможет уловить вот этот момент, когда начинается зависимость. Это невозможно. То есть у людей также есть такое мнение, что когда вот начнется, когда я пойму, что я уже вхожу в эту зависимость, я остановлюсь. Этого не произойдет. Невозможно отследить этот момент. Часто это сравнивают зависимость с вредной привычкой. Не сравнивают, даже называют зависимость вредной привычкой, что на самом деле очень большое заблуждение, потому что зависимость — это расстройство, это болезнь.
И случаи, когда люди избавляются от зависимости самостоятельно, это исключение из правил, которое как раз-таки подтверждает это правило. Очень много людей, которые заканчивают свой путь употребления либо в могиле, да, либо в психиатрической, наркологической клинике. Поэтому невозможно избавиться от зависимости вот с помощью силы воли, взяв себя в руки, да, и решив, что все, с сегодняшнего дня я не употребляю, не пью, не курю и так далее. Это невозможно. Людям кажется, что наркопотребители, они где-то далеко, что это вот те, кто сидят по подъездам, те, кто выглядят как-то по-другому, хуже, либо лучше, да, там говорят, либо только богачи употребляют наркотики, либо наоборот, да, люди более низкого социального класса. Нет, это неправда. Человек один раз, там, несколько раз употребивший наркотики, и который страдает даже от зависимости, он может выглядеть так же, как и мы, он может находиться среди нас, ходить также на работу, но при этом он будет страдать от каких-то, там, допустим, человек может страдать от депрессии, но вы можете об этом не знать. Человек может страдать от выраженной тяги к этому веществу, но вы можете об этом не знать. Это не написано вот тут вот нигде на лбу, что я вот употребляю наркотики и страдаю от зависимости. Это очередной миф. Почему же тогда люди, страдающие от зависимости, приходят к врачам, обращаются за помощью к МОЛДО, там, к повитухам, да, неважно. В общем, ищут помощи. Люди хотят избавиться. Другой вопрос. Есть такой момент, когда человек еще более-менее в состоянии контролировать свою жизнь, и опять же мозг человека обманывает его для того, чтобы он дальше продолжал употреблять это вещество и говорит, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Хотя если критически подойти к этому вопросу и сравнить его жизнь до употребления наркотиков и после начала употребления наркотиков, конечно, разница будет колоссальная. И человек не понимает, что если бы наркотики не появились в его жизни, то состояние его в жизни, уровень качества был бы намного выше. Много очень других альтернатив, намного более безвредных, которые можно попробовать. Попробуйте попутешествовать, да? Попробуйте знакомиться с новыми интересными людьми. Напишите себе прям список, да, вот в психотерапии используется такая методика, написать список вещей, которые человек бы хотел вообще попробовать. И идите по этому списку, зачем туда включать наркотики, которые приведут к очень плачевным последствиям. К сожалению, это неправда. Бывают разные причины. Бывает употребление из-за любопытства, бывает потребление из-за того, что у человека развилась депрессия, либо другие расстройства, и человек, не зная, как с этим справиться, он приходит к употреблению веществ. То есть наркотик, он не выбирает людей, он не выбирает слабых либо сильных. И не бывает такого, что я слабый, я подсел, а я сильный, я не подсел. Это физиология, это химия, зависимость развивается у каждого человека. Только это вопрос времени, вопрос того, каким именно образом разовьется зависимость, но зависимость разовьется в любом случае. Часто люди под зависимостью понимают не совсем то, чем она является на самом деле. У зависимости, как у расстройства, есть определенные критерии. То есть это синдром отмены, состояние абстиненции, да? Также это выраженная тяга к веществу, это физиологические либо психологические нарушения, которые возникают при отсутствии употребления этого вещества, и другие критерии, по которым врачи выставляют диагноз зависимости. А в обиходе мы используем это слово в таком более облегченном варианте, то есть так же, как сравнить с депрессией. Человек может говорить, у меня депрессия, когда у него там двухдневное пониженное обычное настроение, которое характерно для любого человека, да? И то же самое, человек может говорить, что у меня зависимость, хотя он там просто периодически хочет заглядывать в телефон, да, к примеру, это совсем разные вещи. Нужно понимать, что зависимость от наркотических веществ — это не совсем то же самое, что периодически хотеть пить колу, да, к примеру, или периодически вас тянет к сладкому. Это совсем не то ощущение и совсем не те симптомы. К сожалению, такое невозможно, потому что зависимость — это хроническое рецидивирующее расстройство, от которого избавиться невозможно. Да, врач-нарколог, психолог, психотерапевт поможет вам сделать так, чтобы вы смогли найти другие пути, чтобы не употреблять это вещество, да, жить хорошо, не употребляя. Но вот эта вот тяга, воспоминание о том, что когда-то я это употребила, и мне было очень хорошо, оно, к сожалению, никуда не уйдет. То есть от зависимости полностью излечиться невозможно. И даже вот попадание, к примеру, если возьмем алкоголь,
вот вы 10 лет воздерживались от алкоголя, а до этого у вас вот были прям запои, да? И через 10 лет даже вот попробуйте пол-рюмочки, 1 глоток, 1 капельку алкоголя, вы снова войдете в этот цикл запоя. То есть эта зависимость никуда не исчезает. Человек входит в состояние ремиссии, то есть он всегда будет держать себя в руках, сдерживаться, то есть это каждый ежедневный выбор. После того, как у человека развилась зависимость, это ежедневный выбор не употреблять. Если они пьют какой-то дорогой, качественной очистки алкоголь, то он не вызывает зависимости. Нет, это неправда. Любой алкоголь, пиво, вино, водка, очень дорогой виски, все это вызывает зависимость, неважно. Какой дорогой алкоголь вы пьете, все равно он вызывает зависимость. Думают, что когда они придут к врачу-наркологу или к психологу или к психотерапевту, то этот человек теперь ответственен за его спасение. И этот человек сделает все, чтобы вытащить вас из этой зависимости. Нет, это обоюдный процесс, нужно работать в тандеме. Не бывает такого, что вы придете к врачу-наркологу, и он вас спасет от зависимости. Нет, вы сами должны работать, и, наверное, 80% работы будете выполнять вы сами. Врач, психолог, психотерапевт, они могут только направить вас, помочь вам и, так сказать, подсказать правильные пути, по которым вы можете дальше пойти. Давайте там будем готовить людей, которые будут заниматься превенцией наркомании, которые будут работать с наркоманами, именно с точки зрения не лечения их, когда они уже больны, а эта болезнь неизлечимая считается, а будем заниматься профилактикой. Для этого нужны средства и так далее, и так далее, и так далее. Целый ком нарастает, да? Но делать это необходимо, да. Это очень, это и все нормальные развитые страны давно это делают, и они добиваются чего-то, понимаете. Я еще раз хочу сказать, ни одной стране не удалось эту проблему. Вот ко мне часто обращаются, причем даже умные люди. Мне иногда становится, я им пытаюсь объяснить, достучаться, они на меня смотрят и говорят, что-то ты не договариваешь. Вот так я читаю по глазам. Умные люди, дипломаты есть известные. Ну когда вы начнете работать и наконец-то поставите точку? Я ему говорю, вот вы просидели там в такой-то развитой стране 6 лет. Вы изучали их опыт, вы смотрели. Я даже не касаюсь вопросов наркотиков. Вы что-нибудь оттуда, вы как-то оттуда помогли родному Кыргызстану? Кыргызстан стал от этого более развитым в политическом отношении, в экономическом отношении. Вы свозили туда 150 делегаций, они сидели в их парламенте, они видели, как работает исконная демократия. Они все это щупали, они беседовали с известнейшими мировыми политиками. И где мы? И в чем ваша роль? Что вы хотите от меня? Мы стараемся здесь наладить обмен опытом, мы стараемся привнести что-то новое. Но речь можно вести, еще раз говорю, только о том, насколько мы держим руку на пульсе.